Усім прывітанне, гэта стартапніца, праект Еўрарадыё пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і інвестараў, якія не баяцца ўкладаць у іх свае грошы. Юлія Нехай, як заўжды ў нашай студыі, свядоўцы стартапніцы. Сённяшнія нашыя госці гэта Ягор Дуброўскі і Андрэй Каралькоў, сузаснавальнікі стартапа Filmustage. Прывітанне. Всем привет. Прывітанне, Ягор. Прывітанне, Андрэй. Гэта гісторыя пачалася са скрадзенага заплечніка, працягваецца паспяховым стартапам, які дапамагае сцэнарыстам па ўсім свеце спраўляцца з іх аб'ёмнай працай. На аснове нейрасеткі стартап дапамагае запаўняць, я не ведаю, сцэнарныя заяўкі, як гэта называецца? Технические задания, назовем это так. Тэхнічныя заданні. Лепш, натуральна, пра гэта распавядзе Ягор і распавядзе Андрэй, але найперш я хацеў бы даведацца, што за гісторыя з скрадзеным заплечнікам. Як там, что было? Окей. История начиналась около 3 лет назад. Я тогда поехал в Америку в рамках своего продакшена, который я основал с ребятами вот 3 года назад. Поехал на съемки фильма, постажироваться, поучиться, перенять опыт, понять, как происходит там, в Голливуде. Это было реально в Голливуде? Да, это был реально там проект в Голливуде. Я поехал туда как помощником, не по своей основной специальности как оператор, а как помощник, чтобы пообщаться, изучить. Вот. И после 3 недель съемок я поехал к своему другу в Сан-Франциско. Вот. И в первый же вечер мы решили забежать в джазовый клуб. То есть настоящий джазовый, там, спускаешься в подвал, все как нужно. Но он находился в одном из самых неблагоприятных районов Сан-Франциско. Об этом я узнал после. Вот. Джаз был крутой, но это оказался самый дорогой джаз в моей жизни. Там десятки тысяч долларов он мне стоил. Потому что в моем рюкзаке находились документы, ноутбук, камера, объективы, все жесткие диски, деньги, вещи. Все, даже носки украли. И ничего с этого не нашли? Ничего не нашли, да. То есть еще самое интересное, когда мы туда пришли, там уже стояла полицейская машина. Мы думали, странно, почему здесь стоит полицейская машина? Смотрим, разбитое стекло, открытый багажник. Мы сразу же к полицейским. Они говорят, не-не-не, мы не по вашему вызову, в соседнем здании кого-то застрелили. Походу, там то ли застрелили, то ли перестрелка, что-то с этим связано. Они говорят, сэр, не беспокойтесь, сейчас все будет хорошо. Вот, они там вызвали еще какой-то патруль. И уже вот начали смотреть по нашему делу. Посмотрели на разбитое стекло, ну и сказали, что вещей вы не найдете. В принципе, мы сейчас составим протокол, но про вещи забудьте. Потому что таких случаев, как у вас, миллиард. Вот, Сан-Франциско, поэтому... Классно. Я говорю, а вы отпечатки снимете? Он такой, смысла нет, но ради вас, чтобы вы видели, как это в фильмах происходит. Он пошел, принес, коробочку эту, показал, как они снимают отпечатки. Вот. В Беларуси, мне здаецца, знайшлі, потому что все... Возможно. Отбитки пальцев в базе. Ну, я покажу, что все ж таки добро. Стартап это привело. Скрали, да. Как это привело? После этого я не мог вернуться некоторое время, 2 или 3 месяца домой. Логично. И мне нужно было искать какую-то подработку, чтобы заработать на новые вещи, объективы. Телефон, опять же, нужен был, и ноутбук. И находясь там, я завел кое-какие контакты, знакомства, написал ребятам, говорю, так-то, так-то. Ситуация такая страшненькая, нужно что-то делать. И они попросили мое портфолио, небольшое резюме, спросили, что я умею делать, я все написал. И они сказали, окей, вот можешь поработать на пилотных сериях. Вот мы там снимаем разные пилоты и для Netflix, еще для каких-то продакшенов. Як оператор. Как второй ассистент оператора. Первый и второй ассистент. То есть я занимался технической частью. Оператор, первый ассистент оператора, другие ассистент оператора. Целая большая иерархия, на самом деле, как бы это ни казалось. Там есть помощник помощника. Шаровный свет кино. Да, там все очень четко. На каких-то проектах работал? Они какие-то даже известные. Я не знаю, это были пилотные серии. То есть, возможно, эти сериалы пошли дальше в съемки, возможно, нет. То есть, я к этому дальше отношения не имею. У меня была вот четкая задача. Я занимался настройкой камеры, менял объективы, настраивал Ronin, то есть делал, там, работал с материалом, копировал. Вот. И как это привело? Вот. И я начал общаться с ними лично. Как они работают, чтобы перенять опыт. Хотя уже в Беларусь, Минск. И оказалось, что они делают все при помощи маркеров, бумаги, электронной почты и PDF-файлов. Вот, то есть у них очень консервативный, очень старый
То бок все круто, але в Так, а плане как всё-таки технологий идея каменных- И я пришла? подумал, что можно оптимизировать. Я говорю, ребята, так вы же тратите вот столько времени. Говорят, ну да, а вариантов нету. И я такой, ну сейчас же нейронные сети развиваются, это же можно. Вот приехал в Минск, какое-то время еще вынашивал идею, встретился с ребятами, рассказал, и провалидировали нашу идею с клиентами и поняли, что да, это может работать. Можна я у Андрэя запытаюся, тому што нам толькі Егор зараз все распавядаў. Андрэй, а вось вы што рабілі ўвесь гэты час? На якім этапе вы трапілі у каманду Film Stage? Я попал в команду практически в самом начале, когда собиралась уже основная команда. То бок Егор вернулся. Да, Вось Егор гэта вся вернулся. История засталась у мінулым. С Егором мы были знакомы еще в университетские годы, но затем не сильно плотно общались. Вот. И уже через наших общих знакомых снова мы встретились и собрали вот остальных ребят и начали вот проект. То есть я туда вступал как технический специалист. Вот. Окей. И вы ободва як бы заснавальнікі проекта. Калі гэта Всего настроя, да, всего настроя. Еще есть Руслан. Вот. Ладно, передаем привет. Да, привет, Руслан. Вось. Все равно не влез бы до нас у студію зараз, але так ці інакш. Калі гэта ўсё было? Колькі вось прайшло часу ад заснавання проекта до моманту, Примерно як мы тут 1,5 сидим? года суммарно, мне кажется. В декабре 2018 года вот началась собираться команда. В 2019 году мы уже приняли решение, что мы действительно стартуем проект. В начале 2019 года. И где-то уже в марте 2019 года был написан первые строчки кода по проекту. После того, как мы провели там сессию интервью с различными продюсерами из Голливуда, вот, которые нам подтвердили, что действительно существует необходимость как-то этот процесс упрощать, ускорять, потому что он не только на этапах съемок задействован, но и даже на этапах оценки просто сценария. Потому что из 10 сценариев, которые попадают продюсеру в руки, только лишь один стартует в продакшн. Угу. Вы сфокусироваліся на сцэнары. Все ж таки вы займаліся аператарскай працай, а ў выніку займацца сталі аптымізацыяй сцэнароў. А як гэта адбылося? І вось наколькі вам атрымалася рэальна ацаніць рынок гэтых запатрабаванасці, да, такого проекта? По поводу того, что я вот был оператором, когда ты основываешь свой продакшн, тебе приходится заниматься, по сути, всем. От написания сценариев, от продюсирования, кастинга актеров, может быть, даже немножко порежиссировать. Поэтому... Поиграть. Да, вообще, да, где-нибудь немножечко. Камео. Приходится заниматься фактически всем. Вот, и поэтому ты начинаешь понимать, как работает вся индустрия. Ну и, собственно, это необходимо понимать. Если ты основываешь свой продакшн, ты должен знать каждый этап, как он работает, что для этого нужно и какие специалисты задействованы. Сценар опынулся самым проблемным? Он оказался самым корневым, потому что от сценария начинается вся остальная работа. То есть сценарий, когда приходит к продюсеру, чтобы оценить бюджет фильма, да, чтобы потом составить график съемок, чтобы понять, каких актеров привлекать. Все начинается с сценария. Это технический документ. Вот. И оптимизировав и начав работу именно вот в самом начале, можно ускорить все остальные процессы. Угу. Вы, получается, работаете с технологией распознавания естественного языка. Вот какая у вас точность распознавания контекста? Андрей? Сейчас мы оцениваем свою точность около 80%, то есть сейчас 80% результата уже можно использовать вот прямо как есть. В будущем мы планируем довести это до 90%, ну и будем дальше бороться за каждый процент. Как это будет работать? Мы будем собирать те правки, которые люди делают уже на готовых сценариях, и потом, да, обучать нашу нейронную сеть, и в итоге люди сами создадут такую нейронную сеть, которую они хотят видеть сами. То есть такой результат. Какого рода это правки?
Ну, смотрите, у нас, допустим, 80% результата люди могут использовать как есть, но вот эти 20, они еще будут корректировать. Например, есть моменты, когда какие-то спецэффекты можно отнести в разные категории в зависимости от того, как ты будешь эти спецэффекты воплощать в фильме. Например, кто-то сделает реальный взрыв, у кого больше бюджет, а кто-то сделает этот взрыв при помощи монтажа. Вот. Ну, такие тонкости, их тяжело понять в самом начале, они, скорее всего, будут уже без нашего участия потихоньку в эту сеть попадать в виде знаний таких. А вот такой вопрос, я не знаю, как выглядит сценарий для художественного фильма, но у меня когда-то была идея написать сценарий, сидела. Мне подружка описала, как он должен выглядеть. То есть это очень специфическая компоновка вообще текста. Да, все да, верно. это без наречий, Без наречий. охов, ахов и прочее. То есть вот расскажите, что такое сценарий? Это 120 страниц текста. Да. По каким категориям вы его разбиваете и что получает человек на выходе? Окей. Сценарий, да, вот правильно заметила, это абсолютно технический документ. Там нету каких-то творческих описаний, восклицаний. Это была прекрасная, чудесная, золотая погода, он романтично обнял меня. Нет, это... Вообще-то такого нет. Было небо, солнце, он шел, он сел, он кого-то убил, застрелил, поговорил, ушел. Все. То есть сухо, четко и понятно. Все эмоциональные оценки как раз-таки это уже задача режиссера. Вот. Как раз-таки многие задаются вопросом, зачем нужен режиссер? Вот для этого, чтобы из сценария уже сделать всю остальную эмоциональную оболочку. Вот. Сценарий имеет четкую структуру. Это заголовок, описание сцены, описание дня и локаций, и дальше уже описание простых действий и всего необходимого. То есть наша система умеет понимать контекст и как раз-таки вычитывает все категории: одежда, мейкап, звуки, актеры, локации, описание актера. Их на самом деле около 25, если не ошибаюсь, таких основных, базовых. Вот. Сейчас мы обрабатываем не все, то есть это вопрос до обучения нашей нейронной сети. Вот. Ну, мы в процессе работы. Ну, например, костюмер или гример, они что получают? Сколько страниц текста? Они получают списки, четкие списки по каждой сцене, в которой написано колонка костюмы, и перечислены все костюмы для данной сцены, для данных героев. Мейкап получит описание того, там, течет слеза, например, вот для него будет там капли крови, он будет понимать, что ему нужно там подготовить искусственную кровь или там, может, настоящую, я не знаю, как может быть, есть режиссеры в Голливуде, которые любят... здольная раскидать по специальностях людям. Именно скорее по категориям, да, уже каждой категории занимается отдельный специалист. Сколько категорий у вас? На данный момент... У нас около 16 сейчас распознается. Вот мы будем еще доводить там, до 20 стандартных, там, до 25. И сколько сценариев вы использовали для обучения нейросети? Большое количество. Более 300 сценариев мы распознавали, а мы организовали, так сказать, отдел вот, людей, которые работали... Около 15 человек. Да, около 15 человек работали над разметкой вот этих сценариев. Чем хорош Голливуд? Тем, что практически каждый сценарий, фильма, который уже отснялся, он в общем доступе. И мы нашли большое количество сценариев и смогли их сами разметить, руководствуясь там, правилами разметки. Вот, потом сверяя там, между собой эти все... То есть у нас каждый сценарий размечал несколько человек, мы потом смотрели, все ли люди правильно, одинаково все поняли, все ли люди понимают правила, и, возможно, наши правила там до конца ясные, и надо их там перерабатывать. То есть мы разработали такую целую систему вот, обучения разметки сценариев. Да. Получается, что все это в целом в открытом доступе? Сценарии сами, киносценарии или... Да, киносценарии. Киносценарии, да. Большинство киносценариев, снятых фильмов. Интересно. Но мы их потом вручную сами размечали, то есть делали всю эту вот работу, которую делают люди, фактически оказались в роли ассистентов режиссеров на долгий период. Мне здаецца, што 300 сцэнароў гэта не так і шмат, асабліва ў параўнанні з аб'ёмам вытворчасці.
які там ёсць у Голлівудзе. Як вы выбіралі, якія сцэнары? Абсолютно наугад. Не, скорее даже по алфавиту. Киноклассику там якую-нибудь взять. Все сценарии имеют... Мы Триера. Да, Не принципово Вообще не принципиально. Да, вообще не принципиально, это не имеет Есть значения. больше складанные, худшие, а есть там... Да. Были сценарии некоторые очень простые, как и по языку самому, так и по структуре, по всему. Но были сценарии, над которыми приходилось действительно там корпеть просто днями. И, это тоже была проблема оценки производительности, потому что вот на одном сценарии можно сделать много работы, на другом можно просто застрять. И в какие-то нюансы, например, я помню, был сценарий про каких-то спасателей, подводников, и там было очень такой профессиональной лексики, как там какие-то зацепы, крючки и так далее. И даже в интернете иногда очень сложно найти значение этого слова. Это приходилось копаться там на профессиональных каких-то форумах, чтобы выискать, что же это за деталь, просто для себя понимать, что ты действительно правильно... То есть это не спасатели Малибу были? Наверное, нет. У меня еще история вот... Про Джокера? Нет, по поводу разметки. Одна из девочек все время жаловалась, что ей попадали сценарии, где постоянно кого-то убивают, куча оружия, какие-то экшены, боевики. И к концу работы, где-то спустя 3 месяца, она сказала, что я уже, в принципе, разбираюсь во всех видах холодного оружия, огнестрельного, смогу собрать ядерный реактор, если вдруг понадобится. То есть очень забавно совпало, что вот ей как раз все прилетало. Слушай, ты вот говорил, что Джокер у вас один из самых любимых сценариев. Почему? А так сложилось, что он, во-первых, наш счастливый. Мы его распечатали для мероприятия, если не ошибаюсь, День инвестора. Вот это был один из первых наших спичей. И мы, чтобы продемонстрировать, как это работает, распечатали этот сценарий. Вот. И получилось так, что это как маленькая традиция. Мы с этим сценарием всегда выступали, показываем демо на нем. Вот, нам Класс. Хорошо обрабатывается наша система, его вот прям вот большой сценарий раскладывает за считанные секунды. Угу. Вот, поэтому Ясно. исторически сложилось. А как обстоит дело с языками? То есть вы сейчас работаете с английским, а есть ли перспектива поработать с русским или белорусским языком, помочь Беларусьфильму, например? Андрей расскажет по технической части. Из таких препятствий, которые могут быть для внедрения нового языка, это нахождение необходимого объема сценариев, то есть данных, на которых можно будет сделать обучение. Вот. А также приспособленность этого языка к обучению на нашей системе. А из других проблем, которые есть с русским языком, в странах СНГ не очень развит, скажем так, процесс работы именно формальный, чтобы придерживаться определенного формата, определенных правил, чтобы сценарий выглядел вот так вот четко, как в Америке, вот то, что вам рассказывала подруга, что это должен быть такой сухой, написанный документ. В русских версиях сценариев очень часто эмоциональные оттенки, эмоционального подтекста. То есть каких-то эмоций лишних. Там как раз расписано. Да, как раз расписано более подробно, то есть где это не нужно. То есть где-то присутствует большое количество вольности, отклонений, пометок и прочего. Вот. Для нашей системы это может быть проблемой, потому что мы обрабатываем данные, а системе будет сложно иногда понять эмоциональные какие-то описания и окраски. Это скорее будет проблемой для людей, которые будут дальше с этим работать, да. Потому что все эти эпитеты могут к ним подгрузиться, и они будут не знать, что с ними делать. Там. Угу. Да. Вы адразу таким чынам фокусуецеся на заходні рынок. Англоговорящий. Англамоўны. Як можна ацаніць яго перспектывы? Хто зараз карыстаецца стартапам? Колькі гэтых людзей, калі гэта не камерцыйная таямніца? Не коммерческая, нет. Мы решили стартовать очень плавно, потому что хотели протестировать вообще нагрузку нашей системы, поэтому мы немного ограничили вход путем привлечения людей только по инвайтам. Вот. Далее мы размещали посты в профессиональных группах в Фейсбуке, и уже когда видели, что действительно там интересные нам люди откликаются на них, именно профессионалы в нужной сфере, мы их приглашали, и они тестировали. То есть у нас на данный момент протестировало нас порядка 100 пользователей, 40 из них активно с нами
работают в плане, они нам отвечают, они нам присылают свои отзывы, свои поправки, пожелания, чего бы они хотели еще видеть. То бок вы зараз яшчэ знаходзіцеся на стадыі давядзення прадукта да ладу, яго тэставання. Да, мы сейчас на стадии бета-версии, вот, готовимся к релизу, мы получили фидбэки и, скажем так, набор функций, которые необходимы для того, чтобы люди могли пользоваться нашим продуктом. Про это расскажу чуть попозже подробнее. Это как раз-таки связано с хакатоном, на котором мы ездили. Вот. Из таких примечательных кейсов у нас есть один вот из наших клиентов, который написал сценарий, он сам сценарист и продюсер, он написал сценарий фильма, этого человека зовут Мартин, сценарий хоррор-фильма. Он сделал брейкдаун у нас, посчитал все, и с этим фильмом поехал на фестиваль в Лас-Вегасе, и там его сценарий взял 2 награды, как лучший сценарий и как лучший будущий фильм. То есть вот 2 награды он привез. Вот и пасля такого вельмі імаверна, што гэта ператворыцца ў фільм. Да, скорее всего, это будет 100% будет фильм, и мы вот гордимся, что он подготавливал съемки, и это делает все это при помощи нашего сервиса. Как обстоит дело вот с возможными коллаборациями? В плане с какими-то известными... Тому Андерсон, ты говорил. Да. Квамбет. Мы общаемся. Вот Тимуру очень интересен наш проект. Мы с ним общаемся. Мы на стадии там, согласования лицензии нашего продукта для его продакшенов. Вот. Коллаборации, да, возможны. Там то, что говорим, Пол Андерсон, Мила Йовович. У нас есть партнер в Голливуде, который их близкий друг. Вот. У них была устная беседа по нашему проекту. Вот. Но сейчас у них немножко другие заботы в связи с рождением дочки. Вот. Поэтому мы к этому вопросу вернемся чуть-чуть позже. Вообще, как обстоит дело вот с технологиями в Голливуде? В плане кино или вообще? Вот интеграции вообще технологий в кинопроцесс, искусственного интеллекта в частности. То есть вот у вас, ваш стартап — это один кейс. А с чем еще вот ты сталкивался? Есть такой нюанс, что киноиндустрия США достаточно консервативная. Там люди привыкли работать еще, вот как они работали десятилетия назад. Ну, в какой стране она не консервативная в таком случае? Ну, там особенно. Там чтят традиции. Мне даже кажется, что порой чересчур. Вот. Они очень с опаской относятся к новым технологиям. Они понимают, что они нужны, что это упростит их жизнь, сэкономит время, сделает, может быть, чуточку ближе к семье, потому что, на самом деле, все эти съемки занимают очень-очень-очень много времени. Вот. Но чтобы вот так вот взять, сказать, что ой, круто, я сейчас прям буду пользоваться, нет. Это сложный процесс интеграции, поэтому мы сделали как раз-таки по их запросам план внедрения, который не навредит их текущим процессам. То есть они будут работать привычно, как и работали до нас, но мы просто ускоряем им конкретный этап, там, с нескольких дней буквально вот до секунд. Можно сказать, нават, что они крыху сопротивляются. Да, их консервативность объясняется тем, что каждая ошибка может там стоить несколько десятков миллионов долларов, если это действительно высокобюджетный фильм. И, допустим, если они что-то забудут, какую-то сцену подготовить, может просто сорваться съемки сцены, а это гонорары актерам и всей команде. И если это еще съемка за рубежом, то это огромные вообще потери денег. Вот, поэтому... працуюсь по принципе, не треба ломать то, что... Да, работает, не трогает. Угу. Да, вот поэтому мы придумали решение. Вот есть такой популярный софт, не то что популярный, это киностандарт, называется там Movie Magic. Он написан был там, в 80 каких-то годах, и с тех пор он не менялся ни технологически, ни визуально, никак. Вот, и... Это софт для организации сдымков, так само? Ну, по сути, да, для расписания. То есть, по сути, это большая Excel-таблица, куда ты вносишь информацию, сценарий вручную, перепечатываешь либо с листочка. На самом деле есть еще очень много людей, которые читают сценарий, маркером отмечают, а потом перепечатывают это все руками вот в эту вот программу. И фишкой номер 1 все просили, вот, сделайте, пожалуйста, экспорт вот в эту программу. Мы с радостью готовы ускорить наши процессы, но нам нужно работать дальше. Вот.
А какие у вас планы по привлечению инвестиций? С одной стороны, у вас очень нишевая тема, с другой стороны, она трендовая, ну и, несомненно, она решает проблему. Мы хотим привлечь, и уже вот общаемся с людьми. Конкретно вот мы ездили вот на гараж 48 в Таллине, вот, где мы, собственно, сделали Expert Movie Magic. И один из основателей и, как бы так сказать, один из членов Super Angels, это вот эстонское ангел-сообщество, он сам по себе занимается кино еще параллельно. Вот. И ему очень интересен наш проект, он его понял очень-очень хорошо. Ему очень понравилась наша идея, мы очень плотно все эти дни общались с ним. Вот. И, собственно, я предполагаю, что он объяснил все непонятные вопросы остальным членам жюри, и нас очень тепло и радушно приняли, и мы заняли первое место, потому что этот человек близок к кино. Вот. И, собственно, кого мы ищем из инвестиций, это людей, которые связаны с кино, которые очень хорошо понимают вот эту вот индустрию, всю ценность этого продукта. Мне здаецца, што чалавек, які не блізкі да кіно, ён увогуле не зразумее, Нет, дзеля чаго это все мы с этим сталкивались, да, но 5 минут разговора, и все становится понятно. То есть цель очень простая. У нас есть работа, которая делается неделю, мы ее ускоряем до секунд. То есть это, в принципе, все, что нужно знать. Как с монетизацией? Мы берем плату за экспорт. То есть сам продукт у нас бесплатный, ты можешь загрузить сценарий, посмотреть на результат, увидеть все разбитые категории, сделать какие-то правки по необходимости. Но чтобы работать с этим дальше, там, составлять бюджет расписания, нужно это экспортировать в другие программы. Можно пофоткать экран? Нет, пофоткать-то можно, но экспорт нужен в определенных форматах. То есть это какие-то... Как раз-таки этот Movie Magic, Андрей, расскажи про этот файл. Да, это было наше такое препятствие, потому что мы сразу же посмотрели, куда мы можем наши данные дальше передавать. И, естественно, хотелось вот к стандартам привязаться. Но этот файл был бинарный, просто там случайный набор байт. И было очень тяжело понять с первого взгляда, что там происходит. Я даже связался с создателем этой программы. Вот, он еще живы. Да, он еще живой, я желаю ему здоровья. Вот. Особенно в наш тяжкий час. Он очень тепло нас принял. Тогда мы с Русланом были вместе на звонке, и он был вообще удивлен, на самом деле, что кого-то интересует этот файл сейчас, потому что он был написан там в 87 году. И он, к сожалению, сказал, что, ребят, я просто не помню, что там и как. Я уже... Это было так давно, да, что вообще не могу вам подсказать. Я попробую поискать что-нибудь. В крайнем случае, если уже там совсем вы не сможете никак, я, может быть, вам код свой пошарю. Он говорит, вы же откуда там, с Беларуси? Говорит, вы же русские хакеры, вы не можете взломать простой файл. Вот. Собственно, мы его... Собственно, с этой подачи, да, и как бы мы решили, что да. Вызов принят. Да, вызов был принят, и как раз буквально через несколько дней нас позвали на хакатон, и мы решили, что мы туда поедем. Ну и как не взяться на хакатоне за этот файл. Да, вот мы взялись, сделали и победили. Это який хакатон? Гараж 48, да. 47? 48, да. А гэта ізноў жа гэта быў хакатон прысвечаны не праектам пра кіно, абсалютна розным. Былі абсалютна разныя праекты. І ваш выйграў. Да. А якія праекты? Цікава, калі вы памятаеце, якія праекты ён абышоў? Так, у двух словах. Відаць, таксама былі людзі, прыехалі крутыя. Да, там по большей части там были как раз-таки эстонские еще и эстонцев обули на эстонской земле. Да, нам еще, наверное, долго припоминать будут. Так вышло. Там было очень много проектов из Эстонии, которые были уже довольно-таки... Они были уже довольно-таки сильные, они были подготовлены, они плотно работают с этим фондом, и... Мы как бы видели, что конкуренция довольно-таки большая.
у ребят поставлена речь при выступлениях уже, у ребят уже есть все метрики необходимые, у ребят процессы налажены. И многие из ребят уже выступали не первый раз на этих хакатонах, уже получали какую-то поддержку, выигрывали какие-то бонусы от Super Angels. И было довольно-таки сложно конкурировать с ними, но мы действительно отличались тем, что мы немного из другой области. Из интересной области, да. Да, из такой развлекательной большей области, что немножко нестандартное решение, что у нас речь была там с шуточками, прибауточками, с рассказами из жизни. Ну и как отметили и жюри, что мы нашли реальную проблему, которая есть, вот именно на самом хакатоне. То есть мы очень плотно пообщались эти дни еще с нашими клиентами, причем даже некоторые из клиентов с нами общались прямо на съемочной площадке и говорят: так, ребят, у меня 5 минут, давайте быстренько. И мы реально услышали их, реально взяли вот эту вот задачу, и сложную, непростую, и реально за 3 дня ее воплотили и показали на демо-дне. Слухайте, хотел я запытацца якраз пра шутачкі, прыбаутачкі і размовы з інвестарамі. Я так разумею, што на беларускіх інвестараў вы мала глядзіце, таму што прадукт цалкам арыентаваны на іншыя прасторы, і гэтай прасторы там таксама ёсць шмат інвестараў. А вось на мінулай праграме у нас быў стартап з галіны секс-тех, і яго заснавальнік казаў нам, што слова секс, калі кажаш інвестару, ён пачынае усміхацца, радавацца, але грошай не дае. А вось са словом Голливуд гэта працуе ў іншым накірунку. То бок, можа, кажа Голливуд, и одразу: вау, класс, я несу вам чемодан грошей. Мы общаемся и в Минске в том числе и с нашим ангельским сообществом. С Angels Band. Да, и с Angels Band, и с другими частными инвесторами. Но я все-таки вижу, что, наверное... не фокусное для вас. Да. Частично это привлекает, особенно на первом этапе, когда расскажешь о проекте. Но дальше мы когда углубляемся в проблему, очень тяжело людям, непосвященным это все, понять рынок. Потому что кто в этом не участвовал, этот рынок далеко от нас, и вот эти все проблемы, они очень далеки от нас. Поэтому... Люди ждут подтверждений, люди ждут каких-то цифр и так далее. Поэтому, естественно, люди из Голливуда, они поймут нас намного лучше. И понимают ценность. Вот, собственно, пример с этим гаражом 48, когда был человек прямо из индустрии, он прямо нашу идею очень сильно заценил и понял, что мы делаем реально полезную вещь. То бок я ад старта памыліўся ў чым. Мне падавалася, што складана патлумачыць, што робіць стартап. Насамрэч гэта проста, але вось патлумачыць рынок і запатрабаванасць нашмат больш складана для тых, хто сам не ведае гэты рынок, не ўключаны ў яго. Цікава. А робіць все ж таки гэтае слово Голливуд нейкае магічнае? Конечно. Это всем интересно, все хотят. Да. Окей. У меня такой вопрос, тоже на тему «Наши люди в Голливуде». То есть, реально это очень такой классный кейс. Можете как-то рассказать, я не знаю, ваши правила нетворка? То есть, реально, сидя в Беларуси, вообще не думаешь про Голливуд. Это невозможно, в принципе, там как-то достучаться и прочее. Я, на самом деле, будучи в Америке, понял, что все это работает очень хорошо. Как я вообще завел там контакты? Я просто ехал, живу у друзей в Лос-Анджелесе, я ехал домой, чтобы переодеться. Там были съемки. Я просто подошел к ним и говорю: ребята, а что вы снимаете? И такие: для Амазона. Я такой: класс, а кто у вас там режиссер, где они там? Вот там. Я говорю: а можно подойду? Не знаю, дождитесь, пока дубль снимут. Я дождался дубля, пошел в наглую туда, говорю: привет, как у вас дела? Круто, а ты кто? Я говорю: я с Беларуси, у меня там продакшн, тоже занимаюсь этим. О, здорово. Можно с вами потусоваться? Он говорит: да, только, пожалуйста, ничего не пости, чтобы спойлеров не было в интернет. Потусуйся, пообщайся. И я, в принципе, познакомился с режиссером, с продюсером, со всей командой, то есть до сих пор мы там с ними общаемся. Это работает легко. Просто. Очень просто. На Беларусьфильме такое не отрымается. Это на самом деле это все очень просто. На Беларусьфильме в актершу не пройдешь. Да, но если говорить о контактах именно пока мы сидим здесь,
то поначалу было очень тяжело, потому что приходилось делать очень много попыток найти этих всех людей, и многие тебя просто игнорируют. Во-первых, они очень заняты, эти все фильммейкеры, и во-вторых, они как бы тебя не знают, не видят, что ты из Беларуси, и это тоже отпугивает. Но потихоньку мы добавляли эти контакты к себе, и люди с нами общались, мы с ними созванивались, старались там видео именно конференцию делать, чтобы нас видели, и это сближает, и они начинают рассказывать о нас своим друзьям, мы все больше и больше получаем этих контактов, и сейчас у нас такая неплохая уже сеть людей, которые нас поддерживают и делятся своим опытом. Андрей, Егор, у прынцыпе размаўлялі про Голливуд, про, як сказала Юля, наших у Голливудзе, про тое, як у прынцыпе Голливуд там з беларусаў пачынаўся 100 гадоў таму, да, і працягваецца, але на абсалютна іншым узроўні беларусы дапамагаюць яго рабіць у прыватнасці. Фільму Stage, стартап не толькі для апрацоўкі сцэнара, але не для сцэнарыстаў, як я зразумеў падчас гэтага нашага эфіру. Я уже думаю, все зразумелі, што мы заканчиваем праграму, таму што скончыўся час. Калі у вас, шаноўныя гледачы, ёсць нейкія прапановы, пытанні, мне здаецца, што Егор адзін з самых адкрытых людзей, якія былі сёння на нашай праграме, які сам можа падысці да каго заўгодна і да якога, ў прынцыпе, абсалютна нескладана падысці ў Фейсбуку, напрыклад, там і нешта запытацца. Ну, Ягор Дуброўскі, Андрей Каралькоў, стартап фільму Stage, Юлія Няхай, Павел Свердлоў працаваў таксама для вас сёння. Пачуемся праз тыдзень у наступную пятніцу.